Веселые песни, национальные танцы и юмористические постановки. Сегодня в этом зале особенная атмосфера в преддверии Международного женского дня. Первый весенний праздник объединяет в себе все то прекрасное, что заключается для нас в этом времени года. Красоту, любовь, доброту и нежность. Именно эти качества олицетворяют образ женщины. Каждый номер подготовлен с любовью. Артисты репетировали долго и неспроста. Главная цель мероприятия – порадовать мам, бабушек, дочерей и сестер. Ведь Международный женский день согревает улыбками и хорошим настроением. У меня 5 сыновей. Они меня поздравляют с каждым праздником. Каждый, конечно, по-своему. Те, которые постарше, стараются дарить подарки, что-нибудь такое значительное. Но младшие, конечно, они просят у меня, но потом все равно мне что-то дарят. Запоминающиеся есть, открытки стараются своими руками для меня сделать, что-нибудь красивое, цветочек какой-нибудь. Маму я поздравляю практически каждое утро. Это обязательно поцелуй в щеку и просто спасибо за то, что она есть. Мама – это самое святое и бесценное для человека. В этот день, конечно же, хочется выразить им глубокое чувство благодарности всем матерям, сказать им спасибо, пожелать им крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. 8 марта – это традиция, которая прижилась и стала неотъемлемой частью нашего общества. Поэтому сегодня очень важно уделить внимание представительницам прекрасного пола, радовать их и делать комплименты. Ведь искренняя радость на их лицах не сравнится ни с чем. К этой дате мужчины разных возрастов готовятся заранее. Им надо успеть поздравить всех, без исключения. 8 марта تتحمل أسنة دمر حملي إشتي نجاح سماش تدولي قمل تابوت أشتغل سون سينان أغدقيس إشتى. Каждый год я поздравляю свою маму, я делаю ей сладкий подарок. Я очень люблю свою маму. Первый весенний месяц традиционно ассоциируется с Международным женским днем, который в России отмечается больше века. 8 марта уже давно не имеет цели утверждения гендерного равенства, как это было изначально, а считается символом весны, праздником почитания женщин, в частности и окружающих в целом. В нашей семье сложилась такая традиция, она уже перешла в семейную традицию. Братья, у меня 3 братьев, они дарят нам тюльпаны. Как-то это стало символизировать праздник, хотя в свое время это были мимозы, а сейчас это стали тюльпаны. И, конечно, в этот день мы собираемся с семьей, все наши мужчины приезжают, собираемся за одним столом и отмечаем этот праздник обязательно. Нравится вам праздник? Конечно, нравится. Как нам, женщинам, может он не нравится? Нравится очень. Завершилось мероприятие песней «Дарите женщинам цветы». Статные джигиты раздали каждой представительнице прекрасного пола тюльпаны, которые и символизируют этот нежный праздник. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Сулейман Костоев. Новости 24.